Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. Это новости в прямом эфире, итоги дня. С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Цифра дня. Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки по республике. Данные Оперштаба. Памятка заболевшему. Как работают мобильные приложения, облачная поликлиника и медсеть. Как эти онлайн-сервисы помогают бороться с COVID-19. Борьба на местах, как идет работа в районах по недопущению распространения коронавируса, новости из Нерюнгры, Мирного и Ленска. Это и многое другое. В Кобяйском районе спасены 3 рыбака. При исследовании с села Ситта в Якутск вышло из строя. Их судно на воздушной подушке возле острова Джелингджек, на которой находились 3 человек, было решено поднять вертолет со спасателями. По полученным координатам пострадавшие были обнаружены быстро, пострадавших нет. Спасенные сказали, что их судно получило серьезные поломки. В течение 4 дней пытались они сами исправить положение своими силами. Сегодня у них закончились топливо и продукты. Служба спасения напоминает всем рыбакам, охотникам и гражданам, тем, кто планирует выезжать в дальнюю дорогу, запастись продуктами питания, теплыми вещами, средствами связи и учитывать, что на реке идет шуга. Не надо испытывать судьбу, рекомендует МЧС по республике. В Якутии в отношении предпринимателей, завышающих цены на лекарственные препараты, будут проведены проверки. Об этом на очередном заседании оперативного штаба заявил глава республики Айсен Николаев. Он поручил региональному Кабмину совместно с Росздравнадзором провести проверку в тех населенных пунктах, откуда поступают жалобы на высокие цены на лекарства. Также глава Якутии распорядился пересмотреть методы лечения, развивать практику телемедицинских консультаций и усилить контроль за соблюдением ограничительных мер на местах. 203 новых случая коронавируса тем временем выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга. Большинство заболевших в столице, 118 человек, умерло за сутки 3 пациента с тяжелыми сопутствующими болезнями. Это в Якутске и Жиганском районе. Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом в самом населенном пункте. У школьников началась вторая четверть учебного года. После каникул более 48 тысяч учеников вернутся к учебному процессу. Большинство из них переведены либо в формат онлайн-занятий, либо на смешанную форму обучения. В теме разбирался Александр Хавренко. С понедельника в школах началась вторая учебная четверть. По приказу Управления образования города все школьники с 1 по 11 классы могут обучаться по очной форме, а могут выбрать одну из предложенных моделей. Например, 5 и 10 классы могут полностью обучаться в дистанционном формате, а выпускные 9 и 11 классы обязаны учиться очно. В части работы выпускных классов 10-11, что если в данных классах есть учителя, которые имеют возраст старше 65 лет. Соответственно, эти работники у нас по указу главы республики переведены в обязательном порядке на удаленный режим работы. То есть в данных классах уроки с применением дистанционных форм в принципе могут быть применимы, но основные уроки все должны в обязательном порядке идти в очном режиме. Лишь 15 школ города в первый же учебный день приняли решение работать очно. Большинство же школ предпочли смешанный тип обучения. Модель, по которой будет обучаться школа, была опробована в первой четверти. Учащиеся у нас будут обучаться по группам. Класс разделен на 2 группы, которые будут обучаться по смешанному типу. В первый день приходит на уроки первая группа,
А во второй день приходит вторая группа. И с началом следующей недели очередность посещения уроков по дням недели у них меняется. То есть происходит ротация. И в итоге за 2 недели учащиеся очно имеют возможность встретиться со всеми учителями по всем предметам учебного плана. Для тех учеников, кто выбрал дистанционный формат обучения, сложностей с получением образования нет. Школы уже опробовали и достаточно успешно применяют для этого онлайн-трансляции уроков. В классе у нас установлена камера, микрофоны, и дети могут, те дети, которые сидят дома на дистанционном обучении, они могут видеть уроки именно в прямом эфире. А второй вариант это подходит для тех классов, где большинство детей выбрали дистант. Здесь уже наши учителя используют нашу разработку, онлайн-школу, и для них персонально проводят онлайн-уроки, а также используют нашу онлайн-школу как систему управления образовательным контентом. Как отмечают учителя, первую четверть большинство школьников окончило хорошо, и больших проблем с проведением учебного процесса через интернет никто из них не испытал. Жалоб и нареканий со стороны родителей учителя также не получали. А тем, кто во второй четверти сел за парты в традиционном понимании, следует помнить о мерах осторожности и средствах индивидуальной защиты. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем Минздрав России изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь госпитализации подлежат пациенты, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также совместно с пожилыми или людьми с хроническими болезнями. Также приказом обязали врачей информировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медпомощь при ухудшении самочувствия. И если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении. В Нерюнгринском районе также фиксируется рост числа заболевших. Положение дел также ухудшают сезонные ОРВИ и грипп. Подробнее о текущей ситуации в Южной Якутии в сюжете коллег из Нерюнгри. Противостояние коронавирусу в Нерюнгринском районе сегодня – плановая, достаточно трудоемкая и ответственная работа, но ситуация управляемая. Для борьбы с инфекцией есть койки, лекарства и персонал. При сохранении мер предосторожности все поликлиники сейчас работают и принимают пациентов. В связи с острыми респираторными вирусными инфекциями вызовов на дом стало больше. Часть вызовов обслуживают фельдшеры неотложной помощи, другую часть непосредственно участковые терапевты. В целом заболеваемость растет, и это не только со стороны общих респираторных инфекций, таких как парагрипп, риновирусные инфекции и так далее, но и коронавирусная инфекция тоже имеет место роста. То есть первичная регистрация коронавирусной инфекции на основании лабораторных исследований, она регистрируется каждый день. В районе на постоянной основе проходят контрольно-надзорные мероприятия, проверяются торговые точки, объекты сферы обслуживания, общественный транспорт. Проводится разъяснительная работа по соблюдению всех ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в общественных местах. На данный момент нами было остановлено 5 маршрутных автобусов. Все, к счастью, водители соблюдают масочный режим, пассажиры в автобусах тоже соблюдают масочный режим, антисептики имеются, но водители такси, вот, как выяснилось, некоторые не соблюдают, к сожалению, масочный режим. Ну и поэтому на них были составлены акты, и их будут привлекать к административной ответственности. Школы и детские сады продолжают работать с соблюдением требований Роспотребнадзора, строгим мерам по фильтрам и обработке. Если вирус проникнет в учебные учреждения, разработаны алгоритмы действий, чтобы отдельные классы и группы отправить на карантин. Главные требования по профилактике коронавируса остаются прежними. Соблюдать все меры безопасности и быть постоянно настороженным к себе и своим близким, особенно к старшему поколению. Разумеется, здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Нужно любить свой организм и беречь его, помогая противостоять любым вирусам, в том числе COVID-19. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза, буквально 20 секунд. Далее продолжим итоги дня.
Это итоги дня на канале Якутия-24. В прямом эфире продолжаем. Мирнинская районная больница стала ковидным центром для больных из Вилюйской группы районов из Западной Якутии. Госпиталь оказывает медицинскую помощь для больных с поражением легких от 75%. На сегодняшний день в центре проходит лечение 10 пациентов с Верхневилюйского и Нюрбинского районов. Перелет больных обеспечивает авиакомпания «Алроса». В инфекционном стационаре развернутые дополнительные места. На сегодня больница может одновременно обеспечить лечение 225 пациентов. У нас имеется ПЦР-лаборатория, которую мы делаем в стационар. Сегодня с утром сдали, вечером уже выдали. Да. Администрация района закупает нам ингалятор гелиевой кислородной смесью для более тяжелых больных. Это предотвратить перевод тяжелых больных на ИВЛ. Со вчерашнего дня у нас официально запущена кислородная станция на 56 точек. Да, и как раз те аппараты ИВЛ, которые пришли по линии Министерства здравоохранения республики, по благотворительной помощи, по акционерной компании «Алроса», эти аппараты они могут работать только при нормальной подаче кислорода от кислородной станции. В Ленске из-за пандемии приостановили межпоселковые пассажирские перевозки на автобусах. Такое решение принял районный оперативный штаб. Репортаж из Ленска. Сельские жители, мягко говоря, недовольны сложившейся ситуацией. Для многих из них автобус, осуществляющий перевозки, был единственной возможностью выбраться в город, так как у большинства личного транспорта нет. Поездка в больницу, по делам, покупка продуктов – все это для жителей села Дорожное, находящегося в 96 километрах от Ленска, было не проблемой. Но сегодня с отменой рейса жители не знают, как быть. Для меня это аховая ситуация, то есть критическая, так сказать, потому что надо идти на попутные, мерзнуть, стоять и думать, заберут тебя обратно домой или нет. Так что просьба большая возобновить транспортное сообщение. Действуют маршруты уже более 2 лет по 6 направлениям. Чимчам, Артанахар, транзит через Северную Нюю, поселок Дорожный, Бичинча и Мурья. И каждый из них пользовался спросом. Сегодня об удобствах межселенных перевозок мы у жителей можем узнать лишь по телефону. Вопрос межселенных перевозок всегда стоял очень остро. С приходом на должность главы района Бельманова вопрос решился. Сейчас в связи с карантином, когда приостановлены перевозки, людям не на чем выехать в город за лекарствами. В связи с ухудшением ситуации с новой коронавирусной инфекцией в районе в село Северная Нюя отменили и школьный автобус. Также стал остро вопрос о перевозке школьников из Северной Нюи до города Ленска. На сегодняшний день детей возят 2 раза в неделю, понедельник и пятницу, мотивируя это тем, что в районе есть интернат. Пассажирские маршруты осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Гранит». Директор предприятия призывает жителей Наслегов потерпеть и добавляет, что все это временно. Временно приостановить все межселенные перевозки. Помимо этого, перевозки, связанные с передвижением детей с населенных пунктов в город Ленск, ну или, например, в Мирный, мы часто детей там возим, да. То есть все эти перевозки пассажиров, они на сегодняшний день приостановлены. Пока, неизвестно до какой даты это все мероприятие продлится, но связано это в первую очередь с тем, что большой рост по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока же эпидобстановка в районе не улучшится, жителям Наслегов придется ограничить выезды в районный центр без особой необходимости. Светлана Болеева, Денис Семенов, Ленск. На горячую линию Минздрава Якутии в сутки поступает до 400 звонков. Граждане жалуются, что не могут дозвониться до своих поликлиник. На помощь могут прийти мобильные приложения, такие как «Облачная поликлиника» и «Медсеть». О работе онлайн-сервисов в материале нашего корреспондента Юлии Михайловой. Сотрудников нашей компании допускают на работу только при наличии маски и после замера температуры тела. Пока все в порядке. Ну а если термометр зафиксирует высокую температуру, сотруднику необходимо будет вернуться домой и вызвать врача на дом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас.
Дозвониться до поликлиники бывает непросто. Вызвать участкового врача на дом можно с помощью приложения «Облачная поликлиника». Приложение заработало с апреля 2020 года. С помощью приложения можно взять справку для ребенка в детский сад, оформить больничный лист, проконсультироваться с врачом. Не дозвонившись до поликлиники, многие якутяне атакуют горячую линию Минздрава. Сюда звонки поступают беспрерывно. Алло, здравствуйте, горячая линия слушает. Говорите. На линии дежурят медсестры, врачи, страховые агенты. В горячую линию Министерства здравоохранения Республики количество поступающих звонков в день сохраняется в районе 350-400 звонков. Режим работы горячей линии круглосуточный. Операторами на данный момент работают врачи, медсестры, специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний. Многие занимают линию по вопросам, не относящимся к пандемии. К примеру, как получить консультацию узкого специалиста, оформить санаторно-курортную карту и другим. Между тем, на линию не могут прорваться те, у кого обнаружились первые признаки ковид. Высокая температура, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сухой кашель, боль в горле. Степень тяжести заболевания определит участковый врач. По результатам анализа на ковид будет назначено лечение. При более тяжелых признаках больного госпитализируют в стационар. Сохранение температуры тела выше 38 градусов в течение 3 дней. Также снижение насыщения крови кислородом ниже 95%. Также наличие признаков пневмонии более 25% поражения. Подлежат госпитализации также лица с сопутствующими заболеваниями, такими как хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, лица, получающие гемодиализную терапию и другие. В эти дни, когда накалены до красна телефоны колл-центров, поликлиник и горячей линии Минздрава, можно воспользоваться приложениями «Облачная поликлиника» и вызвать врача на дом с помощью приложения «Медсеть». Юлия Михайлова, Павел Пахомов. Новости, Якутск. Переходим к другим темам. Очередное пленарное заседание парламента республики состоится завтра. Будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе поправки в налоговой политике. Предлагаются 16 изменений, в том числе самые существенные, которые консолидируют в бюджет республики дополнительные доходы. Это повышение ставки по доходу на прибыль для предприятий-участников региональных инвестпроектов. За счет этого дополнительно в бюджет будут поступать ежегодно около 2 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы для арктических резидентов, двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Также продлены льготы по налогу на имущество для предприятий, эксплуатирующих магистральные газопроводы, для того, чтобы снизить давление на тариф на газ для населения. И для объектов водообеспечения и водоснабжения, чтобы также снизить тарифы на коммунальные услуги. Ко второму чтению к законопроекту поступили поправки народных депутатов. Поправки касаются в основном транспортного налога. И бюджетный комитет поддержал поправки, касающиеся льгот для многодетных семей. Сейчас принято решение о том, чтобы устранить ограничения на легковые автомобили мощностью свыше 200 лошадиных сил. И таким образом многодетные семьи могут воспользоваться льготой на любое автотранспортное средство. Найти новых клиентов будет проще, так говорят в новом филиале Института Якутнепроалмаз. Его создали осенью этого года в Новосибирске, а туда перевели часть сотрудников предприятия из Мирного. По словам руководства филиала, на новом месте открываются и новые перспективы. Правда, и сам переезд не все работники Якутнепроалмаза восприняли позитивно. Почему? Тему продолжит Руслан Фаткулин. Здесь все еще пахнет свежей краской, и сотрудников не так много. Часть из них на удаленке. Так выглядит новый офис Института Якутнепроалмаз в Новосибирске. Сюда с 1 сентября этого года начали переводить сотрудников предприятия из Мирного, занятых в проектировании. Причина такого решения проста. Сейчас у генерального заказчика института, компании «Алроса», пока нет крупномасштабных строек. Соответственно, и объемы проектирования здесь снизились. Чтобы сохранить коллектив с уникальным опытом, часть его и решили перевести в Новосибирск. Во-первых, мы здесь обрастаем новыми компетенциями, мы смотрим в сторону цифрового проектирования очень активно. Ну и второе, мы здесь элементарно дешевле, и мы можем выходить на внешний рынок и конкурировать с другими проектными организациями.
Коллектив о предстоящем переводе известили еще в начале года. Большинство восприняло новость негативно. Кто-то ушел на пенсию, кто-то на другое место работы. Но сотрудникам постепенно объясняли, переезд – единственный шанс сохранить за собой места и продолжить работать в компании. Сейчас на новое место работы и жительства перебрались уже 30 человек. Собираются еще 35. Да и руководство не оставило своих сотрудников один на один с такой проблемой. Каждому, кто соглашается на переезд, предоставляют разовую выплату 2 среднемесячных зарплат, компенсируют проценты по кредиту, если кто-то решит взять ипотеку, если снимает жилье, возместят квартплату. Оплачивает предприятие и сам переезд сотрудника с членами его семьи. В числе первых из таких был, например, Александр Митрофанов. Жена также, руководство пошло навстречу и устроила к нам в институт. То есть, да, работаем на одном предприятии, в одном здании, что очень удобно. Дочь ходит в школу, то есть все так же получилось. И все же переехавшие сотрудники потеряли в заработной плате, в основном из-за разницы коэффициентов Мирного и Новосибирска. Но даже при этом средняя зарплата у них сейчас выше, чем по столице Сибири. В среднем ведущий инженер мы предлагаем в районе 60 тысяч рублей, в Новосибирске это от 40. То есть, все зависит, конечно, от квалификации. Штат проектировщиков вполне могут расширить, были бы новые проекты, а они, похоже, будут. Сейчас Якутнепроалмаз ведет переговоры с 3 горнодобывающими компаниями, в числе которых, например, один из крупнейших мировых производителей стали «Евраз». Если все получится, сотрудники института только по этим проектам будут обеспечены работой еще на ближайшие несколько лет. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В завершение о спорте. Борец Аял Лазарев завоевал серебряную медаль Гран-при Москвы. Спортсмен занял 2-е место на международном турнире по вольной борьбе и греко-римской борьбе. В заключительной схватке он встретился с финалистом последнего чемпионата России Шамилем Шариповым в категории до 125 килограммов и уступил сопернику, стал 2-м. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24, будьте всегда в курсе и берегите свое здоровье.